Продолжаем нашу тему «Молитва власти». На прошлом уроке мы говорили о том, что через смерть Иисуса Христа ты был выведен из-под власти своего старого рабовладельца, имя которому дьявол. Ты сегодня более не принадлежишь дьяволу, сегодня его власть не распространяется над тобой, и больше тебе скажу, что ты сегодня имеешь власть от Бога, как минимум над 3 вещами. Лично ты в своей жизни над 3 вещами. Первое – это грех. Ты имеешь власть над грехом. Когда люди говорят, что в моей жизни такой страшный грех, который я не могу победить, это просто потому, что ты не понимаешь ту власть, которую ты имеешь, чтобы сегодня побеждать этот грех на уровне своих мыслей, на уровне тех искушений, которые приходят к тебе. Второе, я имею власть сегодня над демонами, которые пытаются разрушать мою жизнь, духовную жизнь, семейную жизнь, которые пытаются влиять на мои финансы. Я имею власть над этими бесами. Третье, я имею власть над болезнями, которые пытаются вторгаться в мое тело. И вот тут сразу же возникает вопрос, а как эту власть практиковать? Был ли у тебя такой вопрос? Я всегда задавался таким вопросом, как правильно эту власть практиковать. Некоторые люди, не понимая, как эту власть практиковать, они начинают просто громче молиться к Богу и больше просить Бога. Они говорят, надо больше в молитве времени проводить. Если раньше они говорили, Бог, пожалуйста, дай 3 раза, то после этого они начинали громко говорить 12 раз, дай. То есть они думают, что надо увеличить какие-то вещи, нужно какие-то вещи усилить, нужно какие-то вещи делать, может быть, более громче, качественнее. На самом деле все очень просто. Твоя власть, она работает точно так же, как она работала и у Бога. Как действует власть Божия? Как Бог сегодня что мы видим, как Бог действовал, может быть, в веках, или как Бог продолжает действовать сегодня? Каким образом? Он говорит слово. Послал слово и исцелил больных. И все. Просто слово. Он говорит слова. Да будет свет, свет появляется. Да будет, окунь в реке. В реке окунь не водится, или водится, не знаю. И появляется окунь в реке. Да будет палтус в море, и палтус появляется. Знаете, есть много вещей, над которыми мы трудимся, в которых мы пашем, но мы должны понимать, что самое главное в духовном мире – это не сила наших рук, даже не сила нашего ума, а сила наших слов. То, что ты говоришь, оно сегодня влияет на мир духовный, и из мира духовного начинает влиять на мир физический. Интересно, когда мы говорим о словах, Бог говорил слова, Иисус говорил слова. Матфея 4 глава, например, мы помним эту историю, когда Он противостоял дьяволу, или когда Он побеждал дьявола, как Он это делал? Словами. Дьявол искушал Его, Он говорил Ему, отойди от меня, сатана, ибо написано. Он не просто абстрагированно сидел и говорил, дьявол, я тебя не замечаю. Говори, балбес. Он не сидел с таким видом. Он говорил слова. Он говорил вещи, которые побеждали дьявола. Он говорил вещи, которые имели власть, которые имели действие в духовном мире. Интересное место Писания, Деяния 22 глава 13 стих. Если вы смотрели наши видео об исцелении, вы, может быть, видели или слышали то, как я говорил, как правильно относиться к болезням. Говори болезням. Обращайся к болезням. И некоторые говорят, это не библейский путь. Надо просить, чтобы Бог что-то сделал с болезнями. Но на самом деле, если вы внимательно, не замыленными глазами будете читать Библию, будете читать Деяния апостолов, будете читать, как молились ученики за какие-то вещи, вы увидите, что когда дело касалось бесов, когда дело касалось болезней, они вообще практически не обращались к Богу. Они брали власть, данную им Богом, и они обращались к болезни. Смотрите, интересно, когда в Деяниях 22 главе, в 13 стихе, апостол Павел снова рассказывает свое свидетельство о том, как он встретился с Иисусом на дороге в Дамаск. Эта история записана в 9 главе, но здесь он снова ее пересказывает. 22 глава, 13 стих. И там написано, он рассказывает, что пришел Анания, и он сказал, что Бог его послал для определенной цели, чтобы он передал ему определенные слова. И потом он обращается к Савлу и говорит, брат Савл, прозри. Крутая молитва за исцеление. 2 слова, 3 слова. Брат Савл, прозри.
И что происходит? Библия говорит, как будто бы чешуя спала в тот самый момент с моих глаз. Он не молился долго на языках. Он не умолял Бога о том, чтобы Бог пришел, коснулся, каким-то особенным образом восстановил его глаза. Он не рассказывал о том, как Павел уже 3 дня мучается. Он просто сказал слово, и это слово начало работать. Как ты пользуешься властью? Ты говоришь слова, и эти слова работают в твоей жизни. Мой Бог да восполнит все ваши нужды. Филиппийцам 4:18. Он обращается к этим людям, которые послали ему деньги. Павел. Ему дали пожертвования. И он говорит, мой Бог. Он не просит, пусть мой Бог восполнит. Я молюсь о том, чтобы Господь восполнил ваши нужды. Он провозглашает в их жизнь, мой Бог восполнит ваши нужды. Мой Бог придет и покроет все, в чем вы нуждаетесь сегодня в финансах. Он говорит слова. Эти слова начинают работать. Знаете, опять возвращаемся к теме исцеления. Это вообще любимая моя тема. 9 глава, 37 стих. Деяния апостолов. Петр приходит к человеку, который 8 лет парализованный. Смотрит на него и говорит такие слова. Иней, исцеляет тебя Господь Иисус Христос. Встань и собери свою постель. А где молитва? Нет молитвы. Есть слова, которые он провозглашает в жизни этого человека. Вставай, собирай свою постель, потому что прямо сейчас ты получаешь свое исцеление во имя Иисуса Христа. Человек 8 лет до этого лежал. Как однажды моему отцу сказали, слушай, ну ты нам постоянно рассказываешь эту историю. Это были люди, которые с ним работали. Ты нам постоянно рассказываешь эту историю, как ты исцелился. Вот прям Бог пришел, Бог коснулся. Ты просто сам себе внушил. И он говорит, ребят, я 11 лет болел. Неужели я был такой тупой, что я 11 лет не мог себе внушить, и в один прекрасный момент я сам себе внушил, что мне надо встать и идти. Он услышал слова. И эти слова были с небес от Бога. Бог ему сказал, встань, ходи, потому что я исцелил тебя. Это те самые слова, которые поднимают людей. Это те самые слова, которые нам надо сегодня слышать. Если некому в твою жизнь сказать слова исцеления, открывай Библию и говори сам себе эти слова исцеления. Говори сам себе, Денис, Иисус исцелил тебя от твоей больной печени. И прямо сейчас Он дает тебе новую печень. Принимай свои же собственные слова, которые базируются на Библии. Интересно, что в этой же самой главе Петр воскрешает женщину. И очень интересно эта история происходит. Он, опять-таки, там мы не видим, чтобы он молился Богу, о том, чтобы Бог пришел и воскресил эту женщину. Библия говорит, он повернулся к умершей. Она мертва. Мужик, ты что делаешь? Но он поворачивается к этой умершей. Он помнит слова Иисуса, который говорил, гора, говори горе. Он повернулся к умершей и говорит, Тавита, встань. Если бы вокруг него были рационально мыслящие люди, они сказали, у Петра с кукушкой проблемы. Он разговаривает с мертвецами. Он говорит к женщине, которая умерла. Ее нет, она не слышит больше. У нее нет больше слуха. Зачем обращаться к человеку, который умер? Но он говорил слова, которые имели под собой власть. И он говорил слова, в которые он верил. И Библия говорит, что эта женщина воскресла. Очень просто. Слова, которые ты сегодня говоришь, это те самые слова, которые будут приносить определенное действие в жизни людей и в твоей собственной жизни. Марка 11 глава, я снова возвращаюсь к этому месту Писания. 11 глава, 23 стих. «Говорю вам истину», слова Иисуса, «если кто-то скажет этой горе». Друзья, горе надо говорить. Проблеме надо говорить во имя Иисуса Христа. Нищете надо говорить, убираться прочь. Болезни надо говорить, убираться прочь. Шайтан, который приходит и искушает тебя в голове, ему надо говорить, убираться прочь. Не жди, знаете, вот времена изменятся, и шайтана будет меньше в моей жизни. Нет, просто надо переждать. Может быть, переспать это время, может быть, куда-нибудь уехать на курорт, передохнуть, и это время где-то там перекантоваться. Нет, говори сегодня своим проблемам, говори сегодня к своим ситуациям. Бери Слово Божие, бери в свои уста божественные слова обещаний о тебе, о том, кто ты есть во Христе, о том, что тебе принадлежит в исцелении, о том, что тебе принадлежит в финансовой сфере, о том, что тебе принадлежит в сфере твоего царствования в духовном мире. Бери эти слова.
Бери эти слова по поводу твоего служения, по поводу твоего духовного развития и говори эти слова. И ты будешь видеть результаты тех слов, которые сегодня ты провозглашаешь на свою собственную жизнь. Еще одно очень интересное место Писания. Евангелие от Луки, 7 глава с 1 стиха. Закончив говорить народу, Иисус отправился в Капернаум. Там у одного сотника был болен и лежал при смерти слуга. Сотник очень дорожил этим своим слугой, и когда он услышал об Иисусе, то послал к нему иудейских старейшин с просьбой прийти и исцелить его слугу. Старейшины пришли к Иисусу и стали горячо просить его: «Этот человек заслуживает твоей помощи, потому что он любит наш народ, и это он построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. Он уже подходил к дому, когда сотник послал к нему друзей передать: «Господи, не утруждай себя, так как я недостоин, чтобы ты вошел под крышу моего дома. Я и себя не счел достойным прийти к тебе, но скажи лишь слово, и мой слуга выздоровеет». Удивительно, римский сотник, человек, который не имел никакого отношения к иудеям. Он не был человеком, который верил в единого Бога. Но этот человек, видя то, что творит Иисус, видя ту власть, с которой Он говорит слова, и понимая силу этих слов, обращаясь к Нему, Он говорит: «Скажи только слово». И дальше Он, знаете, и Он говорит такие интересные вещи о власти, о том, как эта власть действует. Он говорит: «Ведь и сам я подчиняюсь приказам, и у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному: ступай, он идет, другому: ко мне, и тот приходит. Слуге моему говорю: сделай это, и он делает». Вот здесь он раскрывает суть власти. Власть, она практикуется через уста, через слова. Если у тебя, например, дома есть пес, и ты имеешь над ним власть, ты говоришь ему лежать, и он лежит. Ты говоришь ему сидеть, и он сидит. То есть, почему это происходит? Потому что ты его хозяин, и ты имеешь власть, и эта власть практикуется твоими устами. Эта власть, она сегодня находится в твоих устах. И этот человек на примитивном уровне, он сравнивает слова Иисуса с вещами, которые он видит каждый день в своем полку. Он видит, как это работает. И он говорит: у тебя такая же власть в духовном мире, скажи только слово. Иисус, Библия говорит, он был удивлен вере этого человека. Говорит, он сказал такие слова: «Говорю вам, что даже в Израиле я не встречал такой сильной веры». Иисус был ошеломлен, он был удивлен о том, как человек очень легко получил для себя это небесное откровение о власти. Пусть каждый из нас сегодня имеет это небесное откровение о власти. Я тебе могу сказать, если ты получишь это откровение о власти или о понимании того, какую силу имеют твои уста, ты перестанешь говорить слова, которые будут разрушать все вокруг тебя. Потому что власть, которую ты имеешь, она дана тебе для созидания. Она для того, чтобы созидать что-то, а не разрушать. Иногда своими устами, из-за того, что мы глупости разные болтаем на себя, на свой организм, на свое мышление, мы просто разрушаем то, что Бог имеет для нас. Мы говорим глупости на наших детей, мы говорим глупости, иногда в сердцах мы это делаем, мы говорим глупости на наши страны, мы говорим глупости на наши финансы. Потому что мы недооцениваем силу наших собственных слов. Интересно, когда мы задаемся вопросом по поводу власти, нам еще очень важно понимать, что Богом заложена определенная цель для того, чтобы мы эту власть применяли правильно. То есть, есть правильная цель для практики нашей власти. И эта власть однозначно не для разрушения, а для созидания Царства Божьего. И если мы говорим о разрушении, то только разрушение дел дьявола. Я хочу несколько мест Писания, чтобы вы отметили себе. 2 Коринфянам 13:10 и 2 Коринфянам 10:8. Дважды Павел, обращаясь к этой церкви, говорит: я имею власть. И он подчеркивает, не для разрушения, а для созидания. Когда дело касается власти, это власть для созидания церкви. Это власть для созидания людей. Не для разрушения, ни в коем случае. Я знаю, что есть категория людей, которые молятся против своих врагов, против людей. И они молятся за то, чтобы они умерли, за то, чтобы в их жизнь пришли какие-то разрушения, за то, чтобы эти люди, они пережили какие-то катаклизмы. И потом, если вдруг это срабатывает, они радуются. Я помню, когда я был в одной церкви, мы там усиленно молились за определенных людей, которые, как нам казалось, были проблемой для роста церкви, которые были врагами церкви. И мы перешли определенную границу, когда мы молились уже не против демонических сил, которые стояли за ними, мы молились уже против людей. К сожалению, в моей жизни была такая темная страница, за которую мне потом пришлось
покаяться пред Богом, за который мне пришлось заплатить достаточно серьезную цену в своей жизни. Так вот, мы молились за определенных людей, о которых мы думали, что это люди, которые являются сегодня врагами церкви. И я помню, я был тогда в Соединенных Штатах и читал новости о нашей стране. И когда я увидел там новость о том, что один из врагов церкви просто невероятным образом там был расстрелян, он погиб, я был в шоке. В таком, знаете, причем радостном, потому что мы дошли до того, что мы уже молились против этого человека. Находили места Писания, и мы воевали с плотью. Мы брали эти места Писания и провозглашали на жизнь этого человека. Мы не боролись с духовными силами, которые в этом человеке действуют. Может быть, он мог стать как Савл, бывший гонитель, он мог бы стать апостолом Павлом, я не знаю. Но суть была в том, что этот человек погиб. И я был такой счастливый. Глупый, но счастливый. И эти американцы, христиане, совершенно такие добрые, наивные люди, они смотрели на меня и говорят: Денис, что произошло? Что произошло? What's happened? И я говорю: вы не представляете, я им рассказываю, что человек погиб, человека расстреляли, у меня горящие глаза, они смотрят на меня и думают: Денис, нормально все у тебя с головой? У нас есть цель в нашей власти — созидать. Не разрушать, не уничтожать. Да, знаете, есть вещи, которые нам необходимо уничтожать или которые нам необходимо разрушать, как это было в призвании Иеремии, пророка Иеремии в 1 главе послания Иеремии, там с 9 стиха описывается его призвание. Он говорит: я поставлю тебя над народами и царствами, чтобы искоренять и ломать, губить и разрушать. Иногда мы только на этом останавливаемся. Мы нашу власть только для этого и применяем, чтобы ломать, искоренять, губить, разрушать. Но дальше еще написано: строить и насаждать. Наше призвание — строить и насаждать Царство Божие. Строить и насаждать жизнь, свет. Строить и насаждать то, что приносит благословение в жизнь людей. Строить и насаждать истину. Это наше призвание. И может быть, как у Иеремии, есть тоже у нас призвание искоренять, ломать, губить, разрушать. Это дела дьявола. Царство дьявола, его последствия в жизнях людей. Наше призвание — ломать, губить, искоренять, разрушать. Поэтому 1 Иоанна 3,8 так сказано: кто любит грешить, тот от дьявола, потому что дьявол грешит от начала. Но для того и был явлен Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И наша цель, и цель власти, которую мы получили от Иисуса Христа, это разрушать дела дьявола. Разрушая дела дьявола прежде всего в своей жизни. Разрушая дела дьявола в жизнях близких тебе людей. Но ни в коем случае не разрушай Церкви Божией, не разрушай жизни людей, не ломай. Знаете, иногда мы глупыми словами, мы можем ломать в людях мечту, мы можем ломать в людях какое-то Божие предназначение. Мечта — это такое слово, о котором люди думают, что это что-то само собой легко приходящее. Давайте скажем, не разрушая в людях цели, божественные цели, к которым эти люди стремятся. Не говори слова неверия, не говори слова страхов, не говори слова, которые сегодня будут разрушать какую-то надежду в головах людей. Конечно, если это безбожная надежда, если это надежда на какие-то глупости, то принеси свет Евангелия, принеси свет истины. Что мы еще должны знать по поводу слов? Интересное место Писания. Иакова 3 глава. Здесь написано так, с 9 стиха. Языком мы славим Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, сотворенных по подобию Бога. Интересно, язык может, опять-таки, либо нести добро, либо нести проблемы. Братья мои, еще здесь написано: из тех же уст выходят хвала и проклятие. Братья мои, этого быть не должно. Разве может из одного и того же источника течь пресная и горькая вода? Разве могут на инжире расти оливки или же на виноградной лозе инжир? Также и из соленого источника не может течь пресная вода. Что говорят твои уста? В царстве тьмы разрушай. Против царства тьмы говори слова, которые будут ломать дела дьявола. Провозглашай, противостой, утверждай царство света. Но когда дело касается людей, когда вокруг тебя есть какие-то люди, и ты сам, может быть, ты что-то сделал неправильно, не торопись своим языком говорить проклятие. Не торопись своим языком говорить слова, которые будут разрушать тебя. Посмотрите на то, что мы привыкли говорить. Мы даже не замечаем этого.
Мы не замечаем, как быстро мы можем проклинать сами себя. У нас вдруг что-то не получилось, вдруг мы забыли какое-то английское слово, или там мы учим, может быть, кыргызский язык или русский язык, неважно. Ты, может быть, изучаешь языки, и вдруг ты забыл какое-то слово, и ты думаешь, вот тупой, дубина, и ты начинаешь сам на себя говорить слова, которые разрушают тебя. Это слова, которые разрушают твои способности, твой мозг. Как часто, например, вот возьмем слова, которые мы говорим на себя, связанные, например, с нашим здоровьем, с нашим исцелением. Как легко мы приглашаем в свою жизнь эти болезни через то, что мы говорим, ну я знаю, но так было с моим отцом. Он умер там в 44 года, вот мне сейчас 44, и поэтому я чувствую, что у меня там внутри сейчас все болит, все разлагается, и жена, ты гроб приготовила. Сколько людей сегодня говорят глупости на свою жизнь, чтобы мне сдохнуть, чтобы мне умереть. Я прям чувствую, что от этой болезни я умру. Ой, это такая болезнь в моей жизни, которая разрушит меня до основания. Сколько глупостей мы говорим. И потом мы молимся, мы противостоим этой болезни. Но нашими устами мы сами построили сначала эту болезнь в своей собственной жизни. Как легко мы боль приглашаем в нашу жизнь. Как легко мы смерть приглашаем в нашу жизнь. Лучше мне было сдохнуть. Лучше бы я не жил. Лучше бы я застрелился. Сколько мы говорим глупостей, и мы приглашаем определенные демонические силы через это. Мы сами не отдаем себе отчет в том, как много страданий мы вызываем собственными словами, которые мы говорим на свою собственную жизнь. Подумай, что ты говорил. Говорил или говоришь сегодня на свое здоровье, на свое физическое здоровье, на свое духовное здоровье, на свое умственное здоровье, на свой ум в конце концов. Начни каяться и просто говорить: Бог, прости меня за то, что я столько всякой глупости наговорил. Может быть, ты помнишь какие-то слова, которые ты говорил на себя. О том, что тебе лучше сдохнуть, о том, что ты умрешь от этой болезни, ничего не изменится. Там все врачи мира там уже тебя обследовали, не могут понять. Я так я и знал, так я и чувствовал, что я сдохну от этого. Покайся в этом. Разбей силу этих слов над своей жизнью. И провозглашай сегодня то, что говорит о тебе Слово Божие. Сколько вещей, которые мы говорим там на свои финансы, на дела своих рук. Сколько вещей мы, знаете, есть прям поговорки, которые мы говорим на свои руки, о том, откуда эти руки выросли, о том, какой я там рукомок и тому подобные вещи. Сколько вещей есть, которыми мы сами проклинаем свои собственные руки. Ой, за что не возьмусь, оно все валится из рук. Или, например, с детства твои родители могли тебе говорить подобные слова. Ты разбил одну чашку, а тебе потом 10 лет подряд говорили: ой, тебе посуду мыть нельзя. Ты обязательно что-нибудь перебьешь. У тебя руки, как это говорят, ничего держать не могут. Или у тебя сквозь руки все валится, сквозь руки все падает. Это проклятие в нашей жизни, которые люди провозглашали. Мы с этим соглашались, говорили это на себя. Сколько вещей мы говорим на свои финансы. О долгах, о бесконечной нехватке. Ой, мы всегда не доедали, и мы всегда не доедаем. Мы живем в такой стране, я никогда здесь не буду иметь, никогда то, никогда это. И это все называется слова, которыми ты сам разрушаешь свое будущее. Это слова проклятия. Покайся в этом. Останови эти слова в своей жизни, разбей над собой силу своих собственных слов и начиная с сегодняшнего дня говорить то, что говорит Слово Божие о тебе. Библия говорит: говорящий, говори как слова Божие. Я говорю на себя, я имею ум Христов. Даже если какое-то слово я забыл, даже если я сегодня, может быть, у меня что-то не получается, я говорю сегодня на себя, что я Божье творение, новое творение, Божий человек, я имею божественные способности внутри себя. Знаете, я недавно совсем с моим младшим сыном разговаривал. И он там делал уроки, у него что-то не получилось, он там начал плакать и говорить: ой, я какой-то дурак, у меня ничего не получается. Я ему сказал: знаешь, сынок, когда ты говоришь на себя слова, которые не соответствуют правде или истине, у нас у всех что-то не получается. Мы все сразу не научились каким-то вещам, мы все сразу не научились хорошо бегать или на велике гонять. Мы все учились, мы делали первые шаги. Но когда у тебя первый шаг не получился, когда у тебя не произошло что-то в твоей жизни, не говори на себя негативных слов, потому что ты говоришь на творение Божие. То есть, я ему сказал, ты своими устами унижаешь Бога и достоинство Божие внутри тебя, потому что Бог сотворил тебя прекрасным, Бог сотворил тебя умным, Бог сотворил тебя талантливым человеком. И когда ты говоришь против этого, ты умаляешь и унижаешь своего Творца внутри себя.
Еще очень интересные слова мы можем говорить вообще на наших детей. У нас же столько оборотов речи есть, начиная от спиногрызов, заканчивая... Какие только слова люди не придумывают для того, чтобы просто говорить зло на своих детей. Иногда мы в гневе, иногда мы в ярости. Мы говорим: да ты такой тупой, дурак, тебе сколько раз не говори, тебе сколько не обращайся, ты глухой по жизни, что ли, ты тупой по жизни, что ли. И потом он вырастает, и он тебя не слышит. Он делает все наоборот постоянно. Он реально тупит по жизни. Почему? Да потому что ты своими собственными словами. Мало того, что ты судьбу его запрограммировал этими словами. А второе, что по поводу тебя он как раз таки будет тупить всегда. Потому что эти слова еще и с тобой связаны. Эти слова будут еще и к тебе возвращаться. Знаете, очень интересно, когда мужья, жены, они говорят друг на друга всякие злые слова, лживые слова, когда они друг друга унижают словами, они думают, что они свое превосходство доказывают. На самом деле, если, например, я говорю сегодня на свою жену какие-то слова злые, я там говорю: ты дура, коза там, или еще там Изавель, например, я говорю на нее какие-то злые слова, я не отдаю отчет в том, что говорит Библия. Она всего лишь луна, она отображение главного козлячьего света, которым я являюсь. Если она у тебя коза, то значит ты козел. Потому что Библия говорит, она всего лишь слава мужа. Так учит Слово Божие. Некоторые жены говорят: ой, там он такой, он сякой, он третий, десятый. Но пойми, то, что ты говоришь, завтра ты будешь отсвечивать. Завтра ты как луна будешь отражать. То, как ты видишь его, ты будешь завтра точно так же вести себя. Это все слова, которые мы без страха открываем, мы говорим, открываем рот, говорим эти слова. Говори сегодня слова благословений. Говори, выпиши сегодня все, что говорит Библия о твоих финансах, о спасении твоей семьи. То, что говорит Библия о твоем духовном и душевном развитии. То, что говорит Библия о твоем здоровье. Говори, провозглашай, утверждай. Говори это в духовный мир. Завтра ты будешь насыщаться плодами своих уст. Так классно, например, когда мы можем встречаться, мы можем общаться друг с другом, можем друг у друга чему-то учиться. Так классно, что есть учители, которые уже сегодня живут со Христом, но это учители, которые оставили гигантский след позади нас. И эти слова, которым они учили, это вещи, как опыт всего христианства, нам необходимо брать. И одно из учений, которое есть, это то, что оставил для нас Кеннет Хейген, там, Дерек Принц. И вот мне очень нравится, например, одна из книжек Кеннета Хейгена, где он говорит о том, кто мы такие во Христе Иисусе. И он побуждает каждого верующего ежедневно. А если лучше даже было бы, если бы ты говорил 2 раза в день, утром и вечером, на себя слова Божии. Он для нас потрудился, он выписал все то, кем мы являемся в Боге, что нам принадлежит в Боге. Чем больше ты будешь это говорить, я рекомендую тебе, возьми эту книжку в нем, прочитай, выпиши для себя эти слова. Я рекомендую тебе говорить эти слова. Чем больше ты их будешь говорить, тем больше это будет работать и осуществляться в твоей жизни. Итак, друзья, мы используем власть нашими устами. Мы используем власть через наши слова. Не разрушай своими устами. Не разрушай что-то доброе, хорошее вокруг себя. Убери все эти злые, разрушительные слова, которыми ты рушил жизни людей или свою собственную жизнь. Разрушай дела дьявола. Противостань дьяволу. Говори сегодня против дьявола во имя Иисуса, но своими устами созидай. Утверждай Слово Божие, говори слова обещаний, говори слова о том, кем ты являешься в Боге и кем является Бог для тебя. Божьих благословений.